Занимаюсь этим я уже давно, как бы так, одно увлечение, получается, перерастает в мой вид деятельности, наверное, так, в работу. Так, становится смыслом жизни, то, чем я занимаюсь. Мне нравится делать все, в принципе, как бы я берусь не только за животных, делая из них чучела. Также я делаю скульптуры и даже берусь за некоторые железные штучки, то есть делаю роботов, не совсем подвижных, скажем, просто муляжи, такие экспонаты, которые не двигаются, для красоты, для создания видимости, что это что-то настоящее, какой-то киношный вариант вполне возможно. Но что касается чучел и скульптур, то это тоже как бы неотъемлемая часть всей моей творческой жизнедеятельности. Как бы зачастую в мой такой вот импровизационный кабинет, мастерскую попадают животные, убиенные случайно, попавшие под колеса. Некоторые охотники, да, не скрою, бывает, привозят свои трофеи увековечить, чтобы, да, вот. В данный момент получается, некоторые, вот, допустим, отстрелянные волки, которые нападают на домашний скот, тоже, чтобы не пропадали зря, тоже вот в данный момент тоже передо мной волк, которого привезли, я не помню какой, Альмеконский, по-моему, район, не помню точно. Вот. И там он, получается, был застрелен, наносил ущерб поголовью оленей в том районе. Вот. Поэтому сейчас он будет красоваться у кого-то на стенке или на полу. Вот. Мое дело его сделать более правдоподобным, таким, какой он был при жизни. Правда, в виде коврика, как бы. Для меня вообще, в принципе, коврик не совсем интересный. Хочется более полноценное, цельное животное видеть перед собой. Цельное чучело животного делается сперва каркас, скелет. Либо это проволочный, если это маленькое какое-то животное. Если это большое, то такой металлодеревянный, то есть там где-то в основном дерево идет. Вот. Все это потом заполняется полистиролом. Полистирол, пена монтажная и так далее. То есть я потом, впоследствии, когда все это уже угловато выглядит, уже обрезаю, формирую тушку, чтобы она была анатомически правильная. И впоследствии уже потом надевается шкура. Естественно, подгоняю глазки, там все так далее. Вот. Зашивается, заклеивается и так далее. Подкрашивается, подмазывается. Потом, естественно, все в процессе там это обрабатывается некой химией. Соль – неотъемлемый материал в сохранении таких вещей изначально. Причем потом в дальнейшем уже обрабатывается против эмоли, против кожеедов и так далее. Людям нравится, люди проезжают, останавливаются, фотографируют. Отзывы очень хорошие, приятно, естественно, видеть и знать, когда о тебе хорошо говорят, пишут, в принципе. Недавно приезжала журналист с газеты «Якутия». Очень понравился ее материал. Все очень правдоподобно, правдиво написала обо мне. То есть никаких преувеличений. Даже было, спрашивали люди, у нас вот собачка любимая, говорит, вот-вот помрет, говорит. Мы так боимся с ней, не хотим расставаться. Вот, и как вот, говорит, вы можете взяться? Вы же делаете. В принципе, я говорю, не побрезгую. Животное, да, животное. Домашнее, конечно, да. Я вообще сам любитель животных. Я даже, не поверите, бывает, пророняю слезу. Вот серьезно, привозят какую-то голову убиенного животного. И на меня некоторые смотрят так удивленно, особенно охотники заядлые, которые, как это так, таксидермисты, это жалко ему животных. Думают, что я тоже, может, охотник, там, тоже убиваю, там, может быть. Вот, у меня такого нет. Вот я, наоборот, как-то с сожалением, жалко. Жил бы, дожил вот этот лосик, бегал бы этот волк бы. Грызет он скот, конечно. Есть некоторые другие там уловки, да, как-то от них обезопаситься. Так уж заведено уже с давних пор, что человек как бы является и являлся, наверное, главенствующим звеном в пищевой цепи. В современном мире сейчас, да, то есть как бы все подвластно человеку, и он пытается все под себя подмять, и природу, и ее живых обитателей, поэтому
Я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь мы облагоразумимся и будем к своим братьям меньшим по-другому относиться. Тем более, многих видов уже не стало, и многие под гранью исчезновения. Вот, поэтому мне бы хотелось бы призвать, конечно, я не хочу, там, скажем, полностью брать на себя все это, но тем не менее я поддерживаю тех гринписовцев, тех зеленых партий, которые стараются защитить животных, рыб и так далее, которые исчезают по вине человека. Поэтому такие у меня мысли, такие вот предрассудки, может, в общем, я думаю, что это цель, наверное, моей жизни. То есть не то, чтобы там показать, что я вот, могу из животного воссоздать его настоящий облик, убив его, а вот как бы дать понять людям, что вот таким вот оно было при жизни. Давайте сохраним. Вот посмотрите, как оно прекрасно. Ну, конечно, с живым не сравнить. Живой есть живой. Он дышит, он на ощупь другой. Он тебя и порвет, вот этот вот товарищ. Другой боднет. Там, но тем он и отличается от трупа. Что вот он живой, он где-то ходил, жил, дышал с нами одним воздухом. Поэтому жалко их, конечно. Вот такие у меня мысли.